собрались здесь, вот несмотря на такую ужасную погоду. Спасибо всем, кто пришел. По двум вопросам. Первый вопрос, вы знаете, это то, что в нашей республике неожиданно ликвидировали Министерство природы, которые занимались охраной нашей природы. И второй вопрос, это то, что, несмотря на наши многократные обращения, значит, в администрацию города у нас было больше 100 подписей. Пришел ответ, что никаких слушаний по строительству поисково-оценочной скважины номер 1 на Южной Ипатской площади, которая находится в 10 километрах от деревни Новик-Бош, видите ли, не будет. Администрация не находит нужным посоветоваться с этим вопросом с нами. И они говорят о том, что никаких слушаний у нас не будет, строительство будет продолжаться. Ну, во-первых, я хочу вас всех поздравить, что вам удалось собраться. Право проводить собрание, собираться мирно, без оружия – это конституционное право граждан. Если задача Министерства промышленности – это увеличение производства, увеличение налоговых поступлений, развитие, то задача Министерства природных ресурсов – это как раз сохранение, восстановление и государственный экологический надзор. Плюс в его ведомстве подчинения находились все региональные особо охраняемые природные территории, это более 200 в Республике Коми. Все это теперь находится под руководством Министерства промышленности. То есть мы в этом видим явный конфликт интересов, то есть министр, будучи как конечным звеном принятия решений, будет всегда выбирать между интересами промышленников, там, нефтедобытчиков, золотодобытчиков и интересами простого народа, живущего в природе, и охраны окружающей среды. Прошло как всегда у нас. Что понравилось, что не понравилось? Что новикбошцев все-таки много было. У нас Это молодцы. хорошо. Хорошо, да, организованно. Ну а в основном, да, вот все, кто обычно ходит, да, вот в принципе Да, с Новик-Божа у нас такие, были да. все, да. Молодцы, я говорю, и машин столько было, чтобы увезти. Конечно, я за то, чтобы организовать митинг вообще в Новик-Боже, чтобы нам выделили. Да, это конечно, место, конечно, бы намного больше бы было даже и народу. бы вышли все. Было бы очень много, и пенсионеры, и все. Да. В прошлый раз, правда, пенсионеров очень много было, сейчас не было, да? Я думаю, что этим митингом руководил полицейский и тетенька с администрации. К сожалению, ни тот и другой не представлялись, поэтому у меня очень неприятный осадок. Я считаю, что это было вмешательство и воспрепятствование свободному выражению народной воли. А вот смотри, вот действительно, ну вот я поняла, что это вот с администрации, да, а люди-то ведь не поняли, кто она такая там стояла, да? Да, она же как наблюдатель. Но все равно. Нет, Есть- она же свои замечания делала не на ушко организаторам. Да. Да. Она же Если она говорила делает замечание, так же она громко, должна как и была вы. выйти Да. и громко объявить. И Кто вот я она? такая-то, А вот- такая-то. вот не И сделала бы представилась ли? такое замечание. Да. Почему она говорила вдруг, что это не по не было я заявлено говорю. такого выступления? Как это не было заявлено такого выступления? Это прямое касается второго вопроса. Почему мы против, да, строительства? Мне тоже показалось, что вполне. Если бы не было у Лукойла разливов, если бы они идеально работали, кто бы был против? Пожалуйста, мы не против Лукойла. Мы не против того, чтобы здесь добывайте эту нефть, но достойно. Чтобы не было после вас, извините, этих морей и океанов нефти, чтобы по реке нефть не плыла, как обычно, да? Как стандарт уже это. Чтобы журавли мертвые на болотах не валялись. Вкус рыбы-то уже забываем. Вкус рыбы, да, Слушай, и рыбы-то действительно уже нет. Что в магазине только покупаем. Да, селедка у нас Да, самая селедку вкусная мы рыба. теперь уже Да, и то не каждый по цене может теперь это и себе позволить позволить. себе. Семгу норвежские рады, как не знаю чему. Раз в году покупаем, Господи, я говорю, радуемся. столько- Я болею за свой край. Ну, а эти нефтяники и тут все гадят. И уже приближаются к моей деревне, где я живу. Ну, Где я ловлю рыбу да, вообще-то, да, и на моих местах, где я рыбу ловлю, но ягоды собираю, вот на те места они уже, видишь, подошли. Там уже с километр отсюда, от тех мест, да,
А все в речку, все в Да. речку. Как бы ни было, а все в речку идет. Ну. Вверх по течению не идет. Холодно было, но люди, как я смотрю, видишь, не замерзли. Они, видишь, требуют свое, чтобы ведь нефтяников здесь поблизости их не было. Если они тут будут, то все загадят. Мы это уже все знаем, ну, и видим об этом.